сказал, подсадил. Не подсадил. Подсадил. Ты мне сказал, как там круто, как там круто. Хамза доверился другу Хамзату и не прогадал. Сейчас оба программируют робота для прохождения полосы препятствий. Главное, чтобы он не отходил от четко обозначенной линии. Казалось бы, задача непростая, но ребята вспоминают, как быстро они собрали его в первый раз. Когда мы первый раз пришли, я помню, что нам наш учитель Аслан Магомедович сказал. Он нам сказал, что обычно его за 2 дня собирают. Ну, это сложно. Первый день, мы за час его собрали, он сказал, это неплохой результат. Потом... И в тот же, на следующий день уже запрограммировали вот по этой карте. За соседним столом две подружки, Самира и Алия, мастерят уже другое изобретение – шкатулку, но не простую, а музыкальную. Она не электрическая, она просто механическая. Я буду делать механизм, она будет делать шкатулку, она будет не квадратный, а треугольный. Там должно быть остаться еще местечко, чтобы положить туда что-то. Например, как танцующая дама или там что-то такое. 3D-моделирование, программирование, робототехника, виртуальная реальность и не только. С миром высоких технологий дети начали знакомиться с сентября месяца. Все благодаря Центру цифрового образования IT-КУБ, открытого на базе Сунжинского лицея. Создан он благодаря федеральной программе «Цифровая образовательная среда» нацпроекта образования, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. IT-КУБ – это возможность развития и выявления талантов у детей. Это возможность обучения их по самым востребованным на сегодняшний день направлениям и профессиям. А также это возможность изучения детьми различных языков программирования. Обучаются тут свыше 200 детей из различных школ Сунжи, Карабулака и близлежащих сел Сунжинского района на бесплатной основе. Каждый из ребят углубленно изучает одно из 6 направлений, которое ему больше нравится. Так, свой город по курсу «Виртуальная реальность» строит и Милена Евлоева. Это ее самостоятельная работа. Занимается она тут всего несколько дней. О центре узнала от подруги. Мне очень сильно понравилось, потому что это очень интересно создавать свои дома или здания, проекты. Мы на прошлом уроке говорили о играх, которые можно создать. И мы, походу, будем на уроке каком-то создать. Я хочу создать свою игру. А вот Абдурахман Таршхоев ходит на занятия с начала открытия IT-куба. Уже успел многому научиться в 3D-анимации и программировании. Мальчик уверен, все эти знания ему пригодятся в будущей профессии. Хочу поступить на стоматологическое дело, и там уже оно мне пригодится. Моделировать зубы, то есть на ортодонта. Цель IT-куба – взрастить новых высококвалифицированных инженеров и гениев-проектировщиков, специалистов, востребованных в крупной промышленной сфере. Занимаясь в центре, дети будут тестировать, разрабатывать и внедрять инновационные технологии и идеи. Места для обучения в IT-куб еще есть. Дана Плиева, Муслим Арчаков, Новости 24.